Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю со 2 по 8 марта 2020 года для козерогов. Будем делать прогноз на колоде Таро импрессионистов. Коробочку убираем. Посмотрим, что ждет козерогов на этой неделе. Основные события. Здесь выпадает у нас паж пентаклей как основная карта. 3 карты на отношения. Три карты на работу. О, карта упала. 2 карты на финансы. И карта совета. Итак, основная карта у нас паж пентаклей. Карта говорит о том, что эта неделя для нас очень трудоемкая. Скорее всего, мы будем либо осваивать что-то новое и стараться довести это до совершенства, до результата, либо мы будем нуждаться в помощи людей, которые вот с нами рядом находятся. Это может быть помощь в работе, это может быть помощь в отношениях, это может быть детский вопрос, когда нашим детям нужна наша помощь. То есть в любом случае здесь какие-то вот вопросы возникают, которые требуют нашего особого внимания. И мы должны действовать до тех пор, пока вопрос не решен. То есть нельзя сдаваться, нельзя откладывать на потом. То есть нужно методично двигаться, да, к своей цели. То есть обязательно нужно этот вопрос решать. Также карта связана с зарабатыванием денег, так как это пентакли, да, карта говорит о том, что мы должны что-то ценное и важное для себя понять на этой неделе, либо заработать деньги в достаточном количестве, чтобы на все хватало, либо решить какой-то еще другой материальный вопрос, и у нас как будто бы не хватает сил, не хватает компетенции и так далее, в общем, и мы можем привлекать к этому других людей. Давайте посмотрим, что ждет в отношениях козерогов. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта тройка чаш. Карта говорит о том, что есть замечательная возможность во время какого-то праздника или вечеринки познакомиться с человеком, который нам очень понравится. Да? То есть, может быть, это пока что еще на уровне дружбы, да, когда мы общаемся в кругу близких, в кругу друзей, в кругу семьи. Но в любом случае это отношения очень приятные, которые могут дать какой-то результат в будущем. Отказываться от них не стоит, есть вот возможности для развития. Для тех, кто в паре, здесь выпадает карта король жезлов. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, нужно принять какое-то очень важное и мудрое решение. Скорее всего, в отношениях у вас что-то нерешенное или какой-то вопрос, может быть, связанный с переездом, или вопрос, связанный с изменением вот, отношения друг к другу. Может быть, недостаточно внимания, недостаточно страсти, может быть, охлаждение какое-то чувство. Да? И вот на этой неделе обязательно нужно будет этот вопрос решать. Нужно переводить отношения на новый уровень, чтобы не возникало каких-то сложностей. Причем нужно обязательно говорить с партнером, чтобы его хорошо понимать. То есть не делать выводов только как бы исходя из собственной позиции. Нужно, прежде чем, допустим, что-то сделать, нужно посоветоваться со своим партнером, потому что в противном случае мы можем просто ошибаться на его счет, мы можем думать, что ему надо одно, а ему нужно, допустим, совершенно другое. Да? Кроме того, могут какие-то вопросы возникать по поводу там, праздников семейных, торжеств. И вот вдвоем важно будет этот вопрос решить. Может быть, вы будете думать остаться дома, да, либо уехать, допустим, куда-то в какое-то путешествие на этой неделе для того, чтобы
ну, как бы в полной мере вам отдохнуть, набраться впечатлений и так далее. Также карта связана с влиянием каких-то людей. Допустим, кто-то может вмешиваться в вашу пару. Это может быть человек либо из вашей семьи, допустим, там отец, дедушка или еще кто-то из родственников, либо как друг, допустим, человек, который вот тоже вхож в вашу семью и которого вы уважаете. Да? Он может там либо советом помочь, либо вы сами, в общем, его можете спросить, либо он может вмешиваться. Но вот карта говорит о том, что он может дать вам совсем ненужные советы. То есть лучше не допускать никого третьего в ваши отношения, потому что иначе это может лишь только осложнить ситуацию. Нужно решать все между вами двумя. Также карта связана с получением каких-то разрешений. Допустим, вы хотите там визу получить, или, может быть, вы хотите получить разрешение там на приобретение там недвижимости, ну, допустим, чтобы вам одобрили кредит, да. То есть вот этот вопрос вы можете вот обсуждать тоже в паре. Но вообще эта вот карта очень удачная, успешная. Все, за что бы вы ни взялись, у вас будет решаться. То есть самое главное прикладывать усилия. Вот если только начнете действовать, начнете что-то делать вот для решения вопроса, все обязательно будет благополучно разрешено. Для тех, кто в ссоре, семерка чаш выпадает, карта говорит о том, что вы, скорее всего, не сможете на этой неделе друг друга понять, потому что у каждого из вас своя позиция, и каждый неправильно смотрит на ситуацию. Если даже вы начнете сейчас разговаривать, вы не поймете друг друга, еще больше ситуацию запутаете, осложните. То есть для того, чтобы вообще вам договориться, помириться, нужно обязательно выяснить как бы позицию обеих сторон. То есть нужно поговорить не для того, чтобы помириться, а для того, чтобы понять, почему так произошло, и потом только уже мириться. То есть это само собой тогда произойдет, если вы решите вот вопросы взаимопонимания. Скорее всего, либо вы в иллюзии сами находитесь, себя обманываете, либо ваш партнер как-то неправильно понимает ваши отношения. Может быть, у вас не было договоренности о том, как себя вести в отношениях, да, поэтому происходят сложности. В общем, здесь нужно именно разговаривать до полной ясности. Работа. Для тех, кто в поиске работы, у нас выпадает карта отшельника. Тут у нас как раз вот поиск идет, да. Карта говорит о том, что вы вполне можете найти неплохие варианты для вас, но, скорее всего, не нужно спешить соглашаться, нужно все хорошо обдумать, может быть, еще какие-то варианты посмотреть. Может быть, вариант работы на дому, может быть, вариант какой-то привычной деятельности, в которой вы уже профессиональны. И карта говорит о том, что если вы вот определились уже с чем-то, если вас устраивает, то вот можно соглашаться. Если еще у вас есть какие-то сомнения, то лучше пока еще поискать. На этой неделе пока еще не делать каких-то решительных шагов. Да, может быть, нужно еще хорошенько обдумать, чего вы на самом деле хотите, какой именно деятельностью вы хотите заниматься, чтобы она вас удовлетворяла, чтобы вы видели в ней смысл и так далее. Для тех, кто работает, выпадает карта Король мечей. Карта говорит о том, что вы заслуженно пользуетесь уважением в коллективе, вы заслуженно пользуетесь привилегиями и высоким положением. То есть вы человек, который сами через все прошли, вы человек, который не отказывается от работы, вы человек, который вот на других людей влияете собственным примером. Очень хорошая карта. Очень хорошие могут быть достижения, могут быть предложения о повышении, да, то есть ваша власть может увеличиваться, либо уважение к вам. А также вы можете решить какой-то очень важный вопрос с документами, может быть, какие-то подписание каких-то важных договоров, выход на новый уровень. В общем, здесь все зависит от вас. Как вы будете действовать, такой получите результат. Причем у вас есть все возможности для этого. Также очень как бы важный момент, если нужно решать какие-то вопросы с властью, с законом, тоже есть возможность это сделать.
Если нужно привлекать каких-то людей для обеспечения безопасности, либо для компетентного какого-то совета, тоже это нужно делать. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает жрица, старший аркан, карта говорит о том, что у вас будет, скорее всего, тут какой-то сложный выбор. Либо вам нужно будет как-то два источника финансов объединить, да, то есть нужно везде успевать, два дела каких-то, два проекта совершать. Либо у вас здесь будет какое-то вот, нужно будет какое-то решение принять одно, и вы будете вот в таком сложном состоянии, сложном положении находиться. Карта говорит о том, что можно обратиться за помощью к компетентному человеку, который может вам подсказать, да, то есть может помочь вам определиться. Либо здесь помощь родителей, да, людей, которых вы уважаете, людей, которых вы считаете компетентными, умными, мудрыми и так далее. То есть вот здесь карта, которая говорит о том, что могут решаться вопросы на этой неделе, связанные с недвижимостью, с домом, с родителями, и это может отвлекать вас от основной деятельности. Но карта говорит о том, что нужно этому уделить внимание, нельзя отмахиваться от вопросов, которые назрели в семье, что в плане отношений, что в плане недвижимости и так далее. Да? То есть, кроме того, карта говорит о том, что вы, скорее всего, испытываете трудности при общении со своим коллективом, да, с людьми, с которыми вы работаете, либо с клиентами. Карта призывает, может быть, заняться умением там, вести переговоры, да, может быть, развивать свои коммуникационные навыки. И кроме того, карта говорит о том, чтобы мы относились к нашему делу творчески. То есть желательно, чтобы был такой вот как бы личный, как это сказать, ну, в общем, ваша индивидуальность должна проявляться в вашем деле. То есть для вас это очень важно. Может быть, это так и будет происходить на этой неделе. Если это не так, то вот нужно это добавить. Деньги для тех, кто работает. Выпадает карта туз мечей. То есть возможность получения денег, да, но, скорее всего, придется для этого приложить какие-то усилия. Может быть, это нужно будет там, написать заявление на то, чтобы раньше вам выплатили деньги, да, либо, может быть, просто на этой неделе будет какое-то начало нового проекта, который в дальнейшем принесет хорошие финансы, хорошие выплаты, да, и на этой неделе, может быть, еще не будет денег, но то, что вы будете делать, оно закладывает основу ваших будущих финансов. Может быть, вы недавно получили зарплату, и сейчас вот только начинаете новый месяц, да, вот по вашей оплате. А для тех, кто имеет свое дело, для них финансы, в принципе, в таком же состоянии, как вот по основной карте, то есть нужно много действовать, нужно успевать во многих направлениях. Может быть, нужно завоевывать там новых клиентов, говорить о себе, использовать как можно больше информации, учиться. В общем, очень много действий нужно предпринять для того, чтобы заработать. И здесь доход может быть еще на этой неделе не очень великий, да, но благодаря тому, что вы набираетесь опыта и навыка, да, у вас приходят правильные мысли, правильные идеи, и вы в конце концов получите хорошую прибыль, но только вот не на этой неделе. Ну, здесь вот карта у нас в зеленом цвете, да, зеленый это у нас как раз коммуникации, когда мы хорошо и по-доброму общаемся с людьми, и у нас таким образом все тогда идет в рост, то есть у вас все зависит от вашего общения. Но коричневый цвет говорит о том, что вы, может быть, устали, может быть, вам нужен какой-то отдых, нужно прийти в себя, и тогда у вас начнет улучшаться эта сфера. Совет десятка чаш для козерогов. Карта говорит о том, что нужно свои желания исполнять. Да? То есть не ждать, когда они исполнятся, не ждать, что что-то произойдет само собой. Нужно именно действовать, нужно
во-первых, заниматься тем, что любите, идти к своим мечтам и целям, но обязательно через поступки, через действия. Само собой, ожидание. Оно, конечно, бывает иногда, когда приходит к нам какое-то счастье просто по судьбе, но это бывает очень редко. Вот эта карта говорит о том, чтобы мы удачу свою создавали себе сами. Друзья, желаю прекрасной недели, всего вам доброго, до новых встреч!